Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Вот мы татары, но Гузель Яхина пишет книги. Нет, не мы, простые татары, пишем книги. Но за книги Гузель Яхины становится стыдно почему-то нам, татарам. Хотя Яхину очень условно можно отнести к контексту татарской культуры и татарского мира. И все-таки, как так получается, что стыдно нам? На прошлой неделе Гузель Яхина представила общественности свою новую книгу «Эшелон на Самарканд», в котором она показывает, рассказывает, как эвакуировали детей из голодного Татарстана, Казани 1923 года в хлебный Самарканд. В общем, это такой своеобразный роуд-муви, роуд-стори, где весь сюжет заточен на движении около 500 детей в поезде. Гузель Яхину самарский профессиональный историк голода в Поволжье Григорий Циденков обвинил в плагиате. Я лично пообщался с ним. Ссылку на интервью с историком прикреплю в описании под видео. Также я переговорил с коллегой Циденкова, с Евгением Ренкосом, который знаком с заметной частью текста новой книги Яхины и прекрасно разбирается в текстах Циденкова. Ренкос присоединяется к обвинению Циденкова и также считает, что Яхина сплагиатила свою книгу, забрала солидные куски образов, сюжетных линий и фактического материала, который Циденков добывал в архивах. Все это она забрала в свое произведение. Вообще, мне конфликт между Циденковым и Яхиной представляется как идеологическое противостояние между цехом историков и цехом писателей. И я выступаю на стороне историков. И тут дело не в том, что у меня историческое образование. Сейчас объясню. Зачем вообще сегодня нужны писатели обществу? Какой от них толк, польза? По идее, писатели должны рассказывать читателю о сложных вещах, событиях, явлениях, судьбах людей на понятном, простым людям языке. Языке образов, интриг, чувств и эмоций. То есть писатель должен вобрать в себя, можно сказать, сухие, как однозначные, так и неоднозначные факты и истории, пережить их, пропустить через свои эмоции и нарисовать полотно, дать обобщенную картину, которая также погрузит в этот созданный мир и других читателей. Тут историки, конечно, ограничены, потому что они рассуждают в категориях исторических источников, культурных или археологических памятников и научно-историографической литературы. Тут тяжело собранную информацию переложить на язык образов, потому что тут чистая фактология. И вот Гузель Яхина должна была, прежде чем написать свое произведение «Эшелон на Самарканд», погрузиться в этот мир. И она, к слову, публично заявляет, что предприняла такую попытку. Более того, она говорит, что очень глубоко погружалась в исторический материал. Аж 2,5 года сидела в Национальном архиве Татарстана. Ну, может, она сидеть и сидела, но Григорий Циденков указывает на ее откровенные ляпы. Пройдите по ссылке. Яхина не разбирается в исторических источниках и событиях, но козыряет зато ими. А что насчет цеха историков? Дело в том, что не такой уж и строгий этот историк Григорий Циденков. В своем ЖЖ-журнале он написал сценарий на основе добытых архивных документов об эвакуации детей Поволжья, то есть как художник переработал и дал образы. К сожалению, сегодня писатели примерно такого уровня раскрутки, как Гузель Яхина, занимаются коммерчески ориентированным бизнесом. Эту ее книгу «Зулейха открывает глаза» налево и направо раскручивали, выкупали полки книг в книжных магазинах, создавая видимость, иллюзию, что книга пользуется бешеной популярностью, и убеждали в этом других читателей. Промоутеры Яхины культивировали в читателях стадное чувство, мол, раз не читал ее книгу о Зулейхе, значит, ты не в модном тренде. Вот такой задел Яхина хотела сделать из книги об эвакуации детей в период Великого голода в Поволжье. Но не все так гладко получилось. Самарский историк Григорий Циденков, отдавший годы на исследование этой темы, и которым она явно подпитывалась, ну как подпитывалась, комбинацией кнопок Ctrl-C и Ctrl-V она подпитывалась. Так вот, этот историк
молчать не стал и сделал публичное заявление о плагиате Яхиной. Коллеги писателя по цеху тут же пытались спасти свою пошатнувшуюся честь. В ход пошла даже писатель Галина Юзефович. Она, в частности, упрекнула, что, мол, а нечего было Цыденкову публиковать свои научные наработки в ЖЖ, а так теперь они достояние общественности. Тогда, может, и писателям стоит отказаться от гонораров за свои книги и не продавать их? А что, раз историк, то общественное достояние, но если писатель, то значит это авторские права и гонорары? Еще одна мысль из адвокатского высказывания Галины Юзефович по Яхиной. Видите ли, послушные читатели, как книги Яхиной, так и интересующиеся общей глобальной проблематикой голода в Поволжье в начале 20-х годов, должны быть благодарны писательнице, ведь зародилась полезная общественная дискуссия. Но, знаете ли, предыдущая книга про немцев Поволжья у Гузель Яхиной никакую общественную дискуссию не спровоцировала. Книга осталась незаметной. А полезную дискуссию все-таки спровоцировал Григорий Цыденков, а не автор нашумевшего о татарах произведения, которое выставляет нас, татар, как каких-то аборигенов. Григорий Цыденков своей критикой Яхиной дал старт очень важной дискуссии о голоде в Поволжье. Между прочим, эта тема очень важна как для Татарстана, так и для татар. Да и самому событию ровно 100 лет. В общем, надеюсь, цех историков поддержит своего коллегу и специалиста по истории голода. Ну а мы, широкая общественность, еще увидим, рассчитываем на это, публичной активности историков по важной узловой теме для всего Поволжья и народов региона. Продолжаем обсуждать события и темы, происходящие вокруг писательской братьи. На этот раз обратим внимание на Союз писателей Татарстана. Там определился новый председатель. Это прозаик и драматург, а также очень заметный депутат Госсовета Ркаил Зайдулла. Наши искренние поздравления Ркаилу Рафаиловичу. А чем сегодня занимаются писатели Татарстана? Ну серьезно, где, например, голос наших татарских писателей в преддверии подготовки татар к всероссийской переписи населения? Но мы будем справедливы. Лично голос Ркаила Зайдуллы слышен. Он выступает в защиту и татарского народа, и татарского языка. Также у него есть ряд публичных высказываний в защиту татар Башкортостана. Но эта его заметность скорее объясняется тем, что он депутат Госсовета, а не как представитель писательской братьи. Также будем справедливы и отметим поэтессу Нажибу Сафину. Вот стоило ей только один раз опубликоваться в татароязычной газете по проблеме башкиризации татар в Башкортостане, стоило только ее публикацию перевести на русский язык, как сразу же на это отреагировала Общественная палата Башкортостана. Отреагировал Ростислав Мурзагулов, глава палаты. Да так, что на татарскую писательницу и на издание «Реальное время» пожаловались в прокуратуру Башкортостана. А если бы огонь по башкирским этномиссионерам открывали не только Нажиба Сафина и Ркаил Зайдулла, а еще 5-6 ярких представителей корпуса инженеров человеческих душ, победа в татаро-башкирской дискуссии уже давно была бы за нами. Но, увы, голос татарских писателей в татаро-башкирской дискуссии еле-еле отличим и слышен. Тут в основном работают журналисты, историки, блогеры, филологи и краеведы. Ркаил Рафаилович, вы в своем интервью «Бизнес онлайну» очень верно подметили, что Союз писателей Татарстана должен стать идеологическим центром татарской нации. Мы помним, какую важную роль сыграл корпус татарских писателей, например, во второй половине 20 века в деле поднятия статуса Татарстана, как не просто автономии, а республики. Вы очень верно подметили проблему, что современные писатели не вплетены в ткань информационной современности. Нам действительно не хватает информации, какие вообще сегодня в писательской среде идут дискуссии, чем живут татарские писатели. Конечно, вам нужен отдельный YouTube-канал. Начинайте. Не отступайте, Ркаил Рафаилович.
Татарские писатели давно уже должны наступать по всем культурным фронтам татарской нации в деле отстаивания нашей национальной идентичности. Ну что, татары, с приобретением вас в нашу глобальную татарскую нацию включились несколько миллионов татар Афганистана. Правительство Афганистана 13 марта включило татар в перечень национальностей, указывающихся в гражданских электронных паспортах Исламской Республики. Вот что об этом историческом событии для Афганистана и для татар вообще говорит лидер татарской общины в Афганистане и депутат парламента Махмуд Абдулла Мухаммади. Ранее родители этого сделать не могли, так как официально эта национальность не была включена в Конституцию страны, как отдельная нация. Только после обращения депутатов татарской общины Афганистана к парламенту вопрос был решен с личной поддержки президента Исламской Республики. Теперь афганские татары смогут без проблем вписывать свою национальность в электронные паспорта. Татары живут на территории современного Афганистана уже около 1000 лет. Еще со времен государства Хорезм-Шахов. Большинство из них переселились из Средней Азии. На протяжении всей истории страны татары были рассеяны по всему Афганистану и селились в местах, где условия для существования были наиболее благоприятными. В настоящее время в Афганистане проживает более 1 миллиона татар, а по некоторым оценкам около 3 миллионов, в числе более чем 36,6 миллионов общего населения страны. Среди афганских татар сегодня тысячи образованных молодых людей. Но сегодня татары страны хотят быть зарегистрированными со своей национальной татарской идентичностью. Отсутствие регистрации татар в Конституции Афганистана как народа, населяющего страну, это одна из их главных проблем. Была такая проблема, они ее решили. Недавно в стране организовалась группа активной татарской молодежи для поиска решений проблем своего народа. Среди них молодой активист Фарахуддин Татар, человек, завоевавший доверие более 160 членов парламента Афганистана. Он организовал подписание петиции парламентариям о внесении татар как народа в Конституцию страны. Петиция татар дошла до президента Афганистана, и надежды татар на восстановление своей татарской национальности и идентичности в Афганистане возродились. Совсем недавно татары Афганистана направили открытое письмо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову с просьбой о помощи в организации дистанционного обучения татарскому языку. И хотя ответ на письмо татары Афганистана пока не получили, они все же не оставляют надежды на содействие руководства Республики Татарстан в этом важном для них вопросе. Ну а теперь главный вопрос. Что делать с этими татарами Афганистана? Чем мы им можем быть полезны? Чем они могут быть полезны нам? Напишите свои предложения в комментариях.